Здравствуйте, Каракат Жаксулыковна. Расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя транспортная конференция, в чем ее прикладное значение для развития города вы видите? Доброе утро. Это замечательное мероприятие на самом деле, потому что такие конференции являются такой хорошей платформой для обсуждения приоритетных вопросов города. Сегодня мы убедились, насколько это важно, поскольку понимаете, да, что население города постоянно растет, и сегодня население Астаны уже более 1 миллиона. И это, конечно, требует таких значительных инновационных решений по вопросу развития транспорта. Мы сегодня убедились, что приглашены эксперты мирового уровня. И это очень важно, создавать такие экспертные площадки для того, чтобы идти в ногу со временем. Потому что это проблема всех таких мегаполисов. Развитие транспорта – это в первую очередь. Растет население, растут транспортные потоки. И, конечно же, нужно делать город привлекательным и для населения, и для развития бизнеса. Каракат Жаксулыковна, расскажите, пожалуйста, вот вы, поскольку являетесь депутатом Маслихата города, наверное, очень часто обсуждаете проблемы транспорта на заседаниях. Как вы оцениваете работу по развитию транспортного комплекса? Вообще, я хочу сказать, что недавно я была с рабочим визитом в Москве во главе с нашим акимом. И вы знаете, те инновации, которые они называют, они в принципе реализованы и у нас. Я была, честно говоря, очень горда за астанчан, за то, что мы так хорошо продвинулись в этом вопросе, потому что та же система, интеллектуальная транспортная система, о которой они так любят говорить, она у нас уже начата, она у нас хорошо работает. Другое дело, что нужно учитывать все такие отличия городов, и, понятное дело, один большой город не может быть похож на другой город. Поэтому нужно только дорабатывать, и то, что сегодня на конференции эти все вопросы поднимаются, причем поднимаются они с участием общественных деятелей. Я видела такое хорошее участие и общественного совета, Маслихата города, всех структур государственных. Я думаю, что мы придем к хорошим результатам по дальнейшему решению этого вопроса. А скажите, пожалуйста, еще, какие есть все-таки проблемные вопросы и на что нужно обратить внимание? Вообще, казалось бы, вот вопрос развития транспорта такой узкий с одной стороны, а с другой стороны он колоссальный, поскольку он задевает очень много смежных вопросов. Здесь можно очень долго говорить. Это и учет населения, это учет транспорта, это и очень хочется поговорить о таком культурном росте населения. Это и безопасность детей в первую очередь. Очень много вопросов, большой пласт вопросов, который должен быть обсужден на этой конференции. Что касается этих вопросов, тот же, например, тоже развитие населения культурное, я каждый раз думаю о том, что это замечательно, что такие инвестиции привлекаются в эту сферу, но и население тоже должно работать над этим. То есть на этих у нас была возможность у депутатов увидеть, какие модели шикарных автобусов будут ездить по нашим городам. И эти шикарные сиденья, подлокотники, все это требует, конечно же, того, чтобы и население научилось вести себя, чтобы не было вот этой толкотни. Очень часто ко мне приходят жители и говорят, невозможно стало ездить в общественном транспорте, люди садятся в грязной одежде, перевозят животных и так далее, и так далее. То есть это вопрос каждый житель города должен быть вовлечен в эту систему и понимать, как это важно, в первую очередь для него. Или те же эти остановки, красивые наши стеклянные остановки, но и нужно, соответственно, себя вести. Я очень часто вижу, как сидят и щелкают семечки, и становится немножечко обидно, конечно, за то, что у нас вот так. Да, то есть этика каждого человека должна начинаться с самого себя, конечно, это выбора однозначно.
Как вы оцениваете проект по развитию скулбасов? Это мой любимый проект, потому что как женщина, как мать, как депутат, я понимаю важность этого вопроса. Все лучше должно принадлежать детям. Начинать нужно с этого. И, кстати, мне очень понравилось выступление нашего акима сейчас, когда он сказал, что в приоритете пешеход, велосипедист, общественный транспорт и только потом другой транспорт. Что касается детей, это очень такой хороший, замечательный проект School Bus, и его нужно реализовать. Я видела хорошие модели, такие вот европейские модели автобусов. Вообще эта система работала в советское время и очень хорошо себя показала. Сейчас тоже очень важно, чтобы родители были спокойны за своих деток, чтобы по дороге в школу и обратно дети могли спокойно передвигаться на этих автобусах. И вообще в этих автобусах зарождается дружба, хорошие отношения между детьми. Поэтому будет замечательно, если мы поставим в приоритет этот проект и реализуем его для наших детей. Спасибо большое. Я желаю вам успешного дня. Спасибо за интервью. И вам спасибо.